Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Жительница Ашхабада, ковровщица госпредприятия Огул Синем Рахманова, за свою жизнь родила 13 детей. В настоящее время многодетная мать и другие родственники проживают в однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров. Женщина годами добивается улучшения жилищных условий, но в очередь ее поставили только в феврале этого года. Сейчас многодетная мать стоит на 689-м месте. Почетное звание Энемихри, которое помогло бы ей продвинуться в этой очереди, женщине не дают, хотя условием его получения является рождение 8 детей. Один ребенок, Огул Синем, из пары близнецов, скончался в 5-месячном возрасте. Таким образом, всего у нее на данный момент 12 детей, 9 мальчиков и 3 девочки. Женщина растит их одна, без мужа. В однокомнатной квартире вместе с ними проживают еще мать Огул Синем, ее брат и сестра со своими 3 детьми, то есть всего 19 человек. В помещении почти нет мебели, и единственный способ разместить такое семейство на ночь – это уложить всех в повалку на полу. Рахманова много лет пишет обращения в различные инстанции: в Хакимлик, омбудсмену, в Министерство юстиции, Верховный суд, президенту. За годы переписки с госорганами у нее накопилось несколько десятков писем жалоб. Экс-мэр Ашхабада Шамухамед Дурдылыев, например, отвечал, что ее вопрос будет изучен в рамках законов и полномочий Хакимлика, однако изучение длится уже много лет, а сам Дурдылыев давно переведен на другую должность и даже уволен с нее. Чиновники обещали прислать в квартиру комиссию, чтобы проверить, действительно ли там живет так много людей, и ознакомиться с жилищными условиями, но за много лет так никого и не прислали. В Минюсте Рахмановой ответили, что чисто по закону она имеет право на получение почетного звания Энемихри. Однако добиться этого на практике женщина до сих пор не смогла. Почему? Она и сама не понимает. Чиновники общаются с женщиной по-хамски, напрямую спрашивают ее, зачем она нарожала столько детей, если сама не может обеспечить им жилье. Они высказывают предположение, что она специально набрала детей из детского дома, чтобы получить квартиру, но это не так. Все дети Огул Синем родные. По ходу стоит отметить, что согласно положению о почетном звании Туркменистана, Энемихри, усыновленные дети учитываются наравне с родными. Вообще данное положение гласит, что звание присваивается женщинам, родившим и достойно воспитавшим 8 и более детей. Подчеркивается, под достойным воспитанием для целей настоящего положения понимается воспитание детей с обеспечением их физического, психического, духовного и нравственного развития, получение общего среднего образования. Тут кроется много лазеек для коррупции, как, например, оценить степень нравственного развития. И что значит получение образования? Достаточно отдать младшего из детей в детсад, и условие уже выполнено? Или надо ждать, когда все дети получат аттестаты? Все это решает Хакимлик, представляющий кандидаток на получение звания, а присваивает его лично президент своим указом. Многие источники заявляют, что бесплатно в списке кандидатов не попадают. Так, в 2021 году сообщалось, что сумма взятки зависит от того, какой подарок женщина хочет получить на торжественной церемонии. Например, за 4000 манатов ей дадут телевизор, а чтобы получить квартиру, да не бесплатно, а по льготной ипотеке, надо заплатить 45 000 манатов. Кроме того, для получения жилья необходимо, чтобы хотя бы один из членов семьи работал в госучреждении. Огул Синем Рахманова не сидит на шее у государства. Она всю жизнь, насколько позволяли декреты, работает ткачихой на Ашхабадской ковровой фабрике. В этом году у нее сравняется 14-летний стаж. Ее дети хорошо учатся в школе, хотя и не круглые отличники. Ковровщица – уважаемая в Туркменистане профессия, а Огул Синем еще и потомственная, и ее мама и бабушка занимались тем же самым. Кстати, предприятие тоже могло бы помочь своей сотруднице, к примеру, написать в Хакимлик ходатайство, но никаких таких шагов руководство не делает. Огул Синем Рахманова согласна на льготную ипотеку на 30 лет. Ежемесячные платежи она бы потянула, но 45 000 на взятку у нее нет. Огул Синем вправе получить отдельное жилье не просто как мать-героиня, но и по закону. Согласно статье 64 Жилищного кодекса Туркменистана, если на каждого человека в жилом помещении приходится менее 9 квадратных метров, то семья признается нуждающейся в улучшении жилищных условий. В описанном случае на каждого человека приходится менее 1 квадратного метра. 19 человек живут в 18-метровой квартире.
Основанием также является проживание в одной или смежных комнатах двух или более семей, а также семей, имеющих детей разного пола. Огул Синем говорит, что очень надеется, что президент Аркадаглы, Сердар, узнает о моей ситуации и справедливо решит эту проблему. Но ее обращение, уверена женщина, до него не доходит. Большего мне не надо, говорит она, только дайте нам ту жилплощадь, на которую мы имеем право по закону. Скоро 9 сыновей Рахмановой достигнут совершеннолетия и будут призваны в армию, и государство наверняка сразу вспомнит о них, когда придет время отдавать воинский долг. Но перед этим обеспечило ли само государство этим мальчикам нормальные условия взросления? Хотите сообщить интересную новость? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. Нравится то, что мы делаем? Тогда поддержите нас и нашу работу.